Несмотря на пандемию, в Коми, как и в целом по стране, продолжается перепись населения. Половина жителей республики уже приняла в ней участие. Причем в этом году к традиционным подомовым обходам добавился и новый способ – электронный. Пройти перепись населения можно на портале госуслуг. Подробнее о новшестве и о том, зачем вообще нужна перепись населения, рассказала Лариса Карачева, заместитель председателя правительства Коми. В республике Коми, как и во всей стране, проходит всероссийская перепись населения. Зачем она нужна? Перепись населения ответит на два основные вопроса. Сколько нас и какие мы? Ни одно государство не может строить свою жизнь без данных о численности и составе населения. Главный источник этой информации – перепись населения. Когда есть данные о численности, можно планировать, сколько чего строить, какие средства выделять на социальные программы, образование, здравоохранение, пенсионную систему, какие решения и законы принимать. А для крупного и малого бизнеса будут интересны данные о составе населения на определенных территориях. Для получения полных итогов переписи очень важно, чтобы каждый человек принял в ней участие. Поэтому людям предлагается много способов участия в ней. Нужно лишь выбрать наиболее удобный для себя. Можно самостоятельно заполнить переписные листы на едином портале государственных услуг. Можно дождаться переписчика или самому прийти на специальный переписной участок. Преимущества переписи через интернет очевидны. Во-первых, это полностью безопасно для здоровья, так как не требует длительных социальных контактов с переписчиком. Это особенно актуально в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки. В ходе переписи собираются только обезличенные данные, и никто, включая пенсионный фонд, налоговую службу и МВД, не сможет получить сведения о конкретной семье, конкретном человеке. Вопросы, которые задаются при переписи, просты и понятны. Людей спрашивают о возрасте, месте рождения, образовании, национальности, состоянии в браке. Важно, что никогда не было и не будет вопроса о размере дохода. Главный принцип переписи – это самоопределение. Переписчик записывает все, что ответил человек без предъявления каких-либо документов. Отличить переписчика от мошенника можно по специальной экипировке – жилету и шарфу, а также удостоверению. Все переписчики обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками и перчатками. Еженедельно весь переписной персонал проходит ПЦР-тестирование. Введение нерабочих дней не изменит ход переписи населения и график работы переписчиков. Но меры безопасности усилены. Самый безопасный и удобный способ участия в переписи – самостоятельное заполнение переписного листа на портале госуслуги.